вот эта вот неприятная штука, которая почти незаметна, вот хорошо выделяется в ультрафиолете. Это последствия травления, которое я так и не смог пока что вывести. Будем продолжать шлифовку. Достаточно хорошо заметный. Клинок отполировал, с трудом сточил раковины от разъевшегося металла, от медного купороса. Не травите в медном купоросе, тем более долго. Я думаю, там надо очень-очень быстро все делать и не допускать, чтобы слой оксидов слазил. Иначе в тех местах, где слазит, он начинает разъедать активнее. Получается очень-очень некрасиво. Хвостовик я сделал пропилы для вклейки. Сейчас доведу чуть-чуть рукоятку и буду вклеивать. Поставил лезвие в рукоять, уплотнил, как примерно будет вклеиваться, подогнал струнцы на тиски, чтобы потом меньше времени терять. Залью эпоксидку, все затем. И произвел вклейку рукояти. Эпоксидку, чепики мелкие, чтобы закрыть промежуток между клинком и пустоту между клинком и рукоятью. Чтобы не была просто эпоксидка, короче, какое-то наполнение. С опилками смешал эпоксидную смолу, я посыпал, перемешал и чепики поставил мелкие. В принципе, все зажал в тиски. Сейчас, думаю, сутки, может полтора будем ждать, пока высохнет детали, обработка рукояти. В общем, обработал рукоять на гриндере. Грубовато. Дальше будет уже наждачкой зарабатывать, чтобы весь узор все вышло наружу, так сказать. Кстати, перед вклейкой приклеил я скотч строительный. Думал, все хорошо будет. Короче, все нехорошо. Строительный скотч не используйте. Надо проверить малярный скотч, вроде как он не оставляет таких следов. Сейчас буду оттирать это white спиритом. Надеюсь, это отрется. Все-таки white spirit решает. Удалил буквально минуты за 3. Все налеты, все. Ну, чуть эпоксидки вот тут осталось краешку. Берется аккуратненько. В принципе, вклеилось все достаточно неплохо. Рукоятку доведу с одной стороны чуть-чуть. Так, почти что ровненько, все. Все красиво. Использовал морилку красное дерево. Узор так неплохо подчеркнулся. Ну, цвет, конечно, будет чуть поярче после шлифовки, полировки. Посмотрим. Можно и так тонировать, тоже достаточно красиво получится.